Открывая заседание Совета, Зелимхан Евлоев поздравил коллег с годовщиной избрания первых депутатов Народного собрания региона. 24 года назад был определен первый ее состав. В этот же день приняли проект Конституции Ингушетии, а также состоялись первые выборы президента республики. Сегодня парламент Ингушетии состоит из 32 народных избранников, которые представляют различные партии. И, по словам председателя, законодательный орган состоялся, и депутаты трудятся на благо региона. Сегодня мы можем уверенно сказать, что высший представительный и единственный законодательный орган субъекта Российской Федерации, Народное собрание Республики Ингушетия, осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Российской Федерации и законами Республики Ингушетия. И, пользуясь случаем, хотел бы вас поздравить с нашим праздником, пожелать вам успехов, счастья, здоровья, и чтобы мы с вами принимали те законы, которые сегодня создадут комфортную среду для жителей республики. Затем депутаты приступили к рассмотрению повестки дня, в которую было включено 6 проектов различных законов республики и 3 законодательные инициативы, в том числе и проект о внесении изменений в закон об особо охраняемых природных территориях. Комитет по аграрной политике и природопользованию Народного собрания предложил внести этот вопрос в повестку следующего заседания Народного собрания. А вот председатель Комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями Мариам Амриева предложила узаконить проведение ежегодного шахматного турнира. Напомню, в спортивном клубе Ади Ахмад завершился шахматный турнир на Кубок Народного собрания. Соревнования были приурочены ко Дню Конституции Республики. Побороться за звание лучшего сюда съехались 45 шахматистов со всего региона. Турнир проводят уже 3-й год подряд. Сегодня победители пригласили в Народное собрание региона для награждения. Как я ожидал, все сильнейшие шахматисты сыграли, несколько чемпионов республик разных лет. К таким турнирам заранее готовятся, потому что их статус очень важен. Ну а по итогам победила молодость, так и должно быть. В этом виде спорта нет ограничений. Здесь играют и юноши, и девушки, взрослые и дети. Организаторы отмечают, система смешанных возрастных категорий позволяет начинающим молодым шахматистам стать более опытными. Этот вид спорта в регионе будет развиваться. Шахмат – это у нас интеллектуальная игра, особое внимание уделяется, и в школах республики будут у нас шахматные классы тоже. Думаю, что уверен, следующий год, год 25-летия Народного собрания, участников будет больше, интересных партий будет больше. И уверен, что и в дальнейшем эти шахматные турниры мы будем проводить и впредь. Шахмата лож докбы, но турниры же докят. И турнир лезер хажжамака бер омдоц. Халгойшан тыгынты турнирага халкы мектеп яккар уричтек энква. Он хаш халкин энква зе турнирага дешо дяныр ложбы. Сани шахматы же ограничения уж хамятсыз. Заслуженные грамоты, денежные вознаграждения и кубок получили лучшие из лучших. Победителем турнира стал Ахмед Наурбиев. Ему вручается кубок парламента республики, грамота и денежное поощрение 10 000 рублей. Особое внимание сегодня приковано не к победителю турнира, а к Амиру Евлоеву, который стал лучшим среди детей. На него Федерация по шахматам региона возлагает особые надежды, уверяя, что у этого мальчика большое будущее. Ну а Амир просто полюбил интеллектуальную игру. Он, не глядя, может обыграть опытных соперников. Я играю в шахматы 6 лет. Я участвовал в многих турнирах. Я сегодня занял 7-е место, 45 участников. Мне нравится этот вид спорта. Ты доволен своим результатом? Да. Продвижению и развитию всех видов спорта в республике необходимо уделять особое внимание, уверенные парламентарии. И неважно, будь то шахматы или хоккей. Ну а победитель этих соревнований примет участие в турнире на Кубок Эрнеста Инаркиева. Лейла Гайсанова, Рамзан Миржоев. Новости 24.